народу было много. Каждый кричал свое. Мы за Украину кричали, они за Россию кричали. Россия! 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 Крым не Россия! Крым не Россия! Крым не Россия! Крым не Россия! Было все. Потом мне стало плохо. Меня вдавили в толпе. Сын меня вытащил с толпы. И потом я уже в толпу не заходил, со стороны наблюдал. Смотрел. Ну, был до конца. Кстати, очень четко видно, вот так вот стоял коридор. По ту сторону находились граждане Украины, которые поддерживали территориальную целостность, а вот по этой стороне находились люди с сепаратистскими лозунгами. Ну и в какой-то момент, безусловно, ситуация была достаточно накаленная. Крым не Россия! Крым не Россия! Крым не Россия! Мы сказали, не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму. Потому что уже вчера было понятно, что сессия назначается с одной целью. Для того, чтобы сегодня предпринять действия, которые положат отторжение Крыма от Украины и присоединение к России. Мы всегда говорим, у нас нет сегодня никаких сепаратистских лозунгов. Я вас прошу. И вопросов отделения на сессии рассматриваться никаких не планировалось, коллеги. Севастополь, Крым, Россия! Крым, Россия! Крым, Россия! А тут было просто две стороны было. Русский блок, или как они там себя называют, и наши сторонники крымско-татарского народа. Если взять местное население, у него такого не было. Тут приезжих в основном много было, да, они себя вели агрессивно. Ну, специально подстрекали, провокации проводили, чтобы людей это делали. Да, такие люди были. А что вы требуете от местной власти? У нас все хорошо. Референдум. Все, да. Референдум. Отсоединение, присоединение к России. Все. Почему? Мы требуем Потому что изъявления надоело, народа. да. Конечно, хочется мира в Крыму. Вот, но все же мы решили поддержать Беркут, наших ребят, которые там стояли за нас. Мы сегодня стоим за них. За Беркут, за Россию, за Симферополь, за мир. При чем тут Россия, я не поняла? Но это, там, скажем, не местные были. Я бы не сказал, что это местные были. Так мы общались, стояли друг против друга и нормально все общались. Наше требование, чтобы не было чрезвычайного сессии, чтобы не приняли Крым, это Крым. И он к России не относится. Всегда вообще Крым старый за мир, всегда. Они много чего пережили, даже сейчас стоят мирно и просто хотят добиться того, чтобы Крым остался в Украине. Потом какой-то момент началась давка. Время было с двух сторон. Это же эффект толпы. Кто-то начнет это делать, там уже впереди стоящий не понимает, что происходит, что делает сзади стоящий. В таком скоплении народа все может быть, в принципе. Там гарантий никаких не было. И поначалу милиция была, потом она пропала куда-то. Потом уже мы, люди сами начали порядок и наводить, коридоры организовывать. Наша задача сегодня, чтобы здесь, на этой площади, на радость негодяям не было столкновений. Первое дело, которое сегодня здесь мы делаем, мы выражаем свою позицию, но мы не деремся друг с другом. Мы вместе пытаемся найти общие подходы в будущем Крыма. В
январе 2015 года прошли первые задержания в рамках дел об организации и участии в массовых беспорядках. Следственный комитет России обвинил крымских татар в уничтожении имущества Верховной Рады Крыма, насилию по отношению к представителям русского единства, а также гибели 2 людей. Из 8 обвиняемых 3 под домашним арестом, 2 приговорены к условному сроку. Асанов, Дегерменджи и Чайгоз ожидают решения суда в Симферопольском СИЗО. Все потерпевшие – это участники пророссийской части митинга. Среди крымских татар, даже если и были потерпевшие, то следствие их не искало. Никаких сведений о том, что люди куда-то обращались, нету. Получается, что все злодеи – это крымские татары, которые железные люди, они ни из костей, ни из мяса, они никак не страдают. И несчастные, значит, бедные русские, которые их чуть-чуть потолкали, они уже все потерпевшие. В этот день погибло 2 человека, это некая Корнева и некий Постный. Причем, что касается Корневой, то в деле имеются сведения о том, что она действительно была здесь затоптана, она находилась здесь на стороне, где проходил пророссийский митинг, и по сути ее де-факто затоптали ее же соратники. Не крымские татары и не те, кто поддерживали Украину. Что касается Постного, то по имеющимся в деле сведениям он вообще находился в другом месте, вот там. И характер его повреждений свидетельствовал о том, что на него не оказывали давления, а его действительно били, да, человека, и по сути эти травмы привели к смерти. Ахтема Чайгоза обвиняют в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года. Вот события эти происходили на этой площади в 2014 году. И вот он уже сидит более 17 месяцев. Ну, они хотели его духу, но он, наоборот, воспрял духом. Он ни о чем не жалеет. Если бы это случилось еще раз, он без сожаления пошел бы еще раз на этот митинг. Да? Это он там. Он не сделал того, о чем можно жалеть. Когда борешься за свое, я думаю, тут неуместно жалость. Я ему говорила о том, что если бы он знал, что его посадят, предложил бы он семье выехать в Украину. Он сказал нет, потому что тогда он бы не смог смотреть в глаза крымским татарам, своим соотечественникам. И он сказал, я бы не смог их бросить, мне было бы стыдно тогда. Поэтому я думаю, что он не жалеет об этом решении абсолютно. Ахтем очень сильная личность. Еще ни один потерпевший не заявил о том, что он требует от Чайгоза какой-то меры наказания. Они говорят, что все на усмотрение суда. Ни один потерпевший не заявил гражданский иск. Из 14 допрошенных потерпевших на текущий момент только 4 действительно обращались куда-то в медицинские организации. После этих всех событий 10 человек никуда не обращались вообще. И подтвердить, насколько действительно они получили травмы, не получили, уже невозможно. Но, скажу честно, я сталкивался с этим и в других процессах, сфабрикованных российской властью и в отношении украинских политзаключенных, и в отношении российских политзаключенных. Фабрикация болотного дела, да, она перекликается с фабрикацией здесь дела 26 февраля. На сегодняшний день следствие нарисовало картинку, когда стояли представители сепаратистских взглядов на тот период, и у них был мирный митинг, и они ничего не предпринимали. И стояло население, которое поддерживало государственную целостность Украины, и они проявляли агрессивность. Безусловно, это лишний раз подчеркивает заказной характер этого следствия. Потому что 26 февраля 2014 года это территория Украины на сегодняшний день, да, и что являлось, вопрос, да, для следствия, что являлось законным и незаконным, призывы Крым России или Крым Украины. То есть вот вопросы. Ну, на сегодняшний день вот так в Крыму. Да, мы постоянно задаем вопрос, а почему на скамье подсудимых только крымские татары? Конечно, с политической точки зрения, если бы российские власти были поумнее, они бы взяли еще несколько русскоязычных, и тогда бы этих вопросов не возникало. Но сейчас мы говорим, что это действительно шовинистический процесс, на котором люди разделены по национальному признаку, и, безусловно, крымские татары в этом процессе выступают жертвой, а не агрессором, как это пытается представить Российская Федерация. По большому счету суд не над Ахтемом Чайгозом конкретно, да, это суд над всеми свободными людьми в
в Крыму на сегодняшний день суд над двумя абсолютно разными мирами, двумя мировоззрениями, которые абсолютно не соприкасаются. Вот мы сейчас живем в Крыму, да, люди двух разных миров, параллельных миров, не соприкасающихся, и у каждого какая-то своя правда. С момента задержания крымских татар за участие в митинге 26 февраля 2014 года прошло более 100 судебных заседаний. После допросов 80 свидетелей и потерпевших лишь один дал показания против Ахтема Чайгоза в суде. Адвокат Николай Полозов заявил о давлении на него со стороны Следственного комитета России, прокуратуры Крыма, а также ФСБ.